До начала осеннего призыва осталось чуть больше недели, поэтому военкоматы проводят работы по оповещению граждан о явке в военные комиссариаты. Администрация Сунжа вместе с сотрудниками военкомата посещают жителей города и лично вручают повестки под подпись. Первый адрес – семья Тумгоевых. Здесь проживает призывник 2003 года рождения. Гостей встретил отец военнообязанного. По его словам, сын находится в Москве и планирует поступать. В свою очередь, сотрудники администрации объяснили, что по приезде домой молодой человек в любом случае должен явиться в военкомат города. Следующий призывник проживает по улице Шерипова. Парня также дома не оказалось. Встретила сотрудников его сестра. Магомеду Тумгоеву 26 лет. Его сестра утверждает, что у призывника проблемы со здоровьем, поэтому к службе не годен. Представители военкомата объяснили, в таком случае молодой человек в скором времени должен пройти медицинскую комиссию для подтверждения диагноза. Разные категории. По повестке Еще один адрес, где проживает 18-летний призывник Адам Махлоев. Парень лично встретил гостей и сразу же подписал повестку. Говорит, что сам желает пройти срочную службу, поэтому военкомат явится как можно скорее. С начала подготовки к осенней призывной кампании перед сотрудниками военно-учетного стола по Сунжа стоит задача оповестить более 1000 человек. Из них 20 призывников в любом случае должны пройти срочную службу. Необходимо прийти обязательно в военный комиссариат, взять повестку, если у него есть отсрочка по болезни, по учебе. Разные ситуации бывают. Если он уезжает куда-то на учебу, изменение семейного положения, изменение адреса жительства. Все это должно фиксироваться в военном комиссариате. За эти нарушения предусмотрены большие штрафы. За отказ подписывать повестку может последовать штраф до 3000 рублей. Также в случае, если после получения повестки гражданин не является в военкомат, предоставленный срок грозит предусмотренная законом ответственность. К счастью, со слов представителей военкомата, таких ситуаций по Сунжскому району не возникало. По состоянию людей отношение к военной службе вполне удовлетворительно. Никаких препятствий к выполнению призыва на данный момент нет. Предоставление отсрочки. Первое, это если данный гражданин является студентом. Там основной момент тот, если ему отсрочка не предоставлялась. Если предоставлялась, ему отсрочка вторая не полагается. Это один момент. Второй вопрос, это по семейным обстоятельствам, если он женат, имеет 2 более детей. И по состоянию здоровья. То есть, если как врачи определят, насколько ему отсрочка полагается, годы свыше, и вот так вот представляется. Помимо вручения повесток, на сегодня в военных комиссариатах региона проводятся профилактические беседы с жителями, разъяснения по тем или иным вопросам, также сбор документации. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.